Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, нарэшце да нас далучыўся лідар спісу блок Прокопьева Егорова, бізнесмен, блогер Вадим Прокопьев. Добрый день, спадар Вадим. Ну, я уже давно не блогер, Зміцер, ну что же вы так? Добро. Какой из меня блогер? Ну как, я как бы сочу за вашими роликами паўсюль и в Инстаграме, и хотя там, конечно, коли брать про YouTube казать, то вы там выкладываете свои так программные ролики, ну а в Инстаграме часом и такие просто выказывания по-блогерску, например, про космонавтку Тихановскую. Помните, как Матвиенко такая, да, заслуженная сотрудница Русского Рейха, сказала, человеченки не хватает. Ну вот, в Инстаграм человеченку выкладывают. Добро, давайте почнем традиции. Дмитрий, очень рад видеть. Да, о чем будем говорить сегодня? Ну, як это может быть вам дзіўным не падасца, але про координацыйную раду и найперш про тое, спадар Вадим, вот я послухаў ваши дэбаты, назовем гэта так, с Латушком, и так. Калі ён вас паспрабаваў подловить на тым, вот я там столько-то ўсяго цягам дня для Беларусі зрабіў, а что Прокопьев зрабіў ты, вот, ну вы сказали, я вот 8 гадзінаў по бизнесу были перамовы, я слухаю и думаю, ну вот человек занимается важной справой, бизнес, перамовы, на фоне ўсяго гэтага навошта вам вот гэтая координацыйная рада, якая на сённяшні момант, ну, уяўляе сябе нешта такое ніжэй плінтуса по свайму ўзроўню, папулярнасці і ўсім астатнім. Навошта вам человеку, які ў прынцыпе ведае, чым заняться, і у яго ёсць тое, што ён умее рабіць, увязываться ў гэтую справу? Я бы и не ввязывался, если бы все шло хорошо. Если бы я чувствовал, что у нас есть лидерство достаточной мощности и высоты, если бы я понимал, что даже в этом историческом тамбуре, ну, то есть у нас настроены все процессы, и пускай мы, например, ждем окна возможностей исторического, да, а еще лучше приближаем его, то у нас все готово. Но у нас ничего не готово, и поэтому, несмотря на то, что я занимаюсь этим факультативно, как волонтер и доброволец, и в Координационной раде, скорее всего, это продолжится, это не станет моей основной профессией, я понимаю, что именно здесь, в общем-то, какой-то мой политический вес, или его остатки, если хотите, именно мои мысли, они могут повлиять на ситуацию. Если я повлияю на ситуацию, я опять сниму одну руку и, может быть, вторую. Если вы, как вы говорите, следили за моими выступлениями, программными видео, где я объясняю, что главная моя цель – это политическая система с проточной водой. Главная моя цель, чтобы на сцене появлялись все новые и новые лица, все новые и новые политики, и чтобы все это ни в коем случае не превратилось в застой, чтобы мы случайно не построили копию лукашенковской системы параллельной Беларуси. Перш чым я звярнуся до вас такими программными пытаннями, яны можа быть как бы не самые такие цікавыя, але яны абавязковыя, тому что мы павінны разумець, что в принципе вы хочаце, якія планы перад сабой ставіце, але таксама можа быть такие, якое людям цікава. Нават падчас канферэнцыі зараз, якая была по координацыйнай радзе у Варшаве праходзіла, сябру вашага спіса, нашага пастаяннага удзельніка эфіраў на Еўрарадыё Кныровіча паспрабавалі падкалоць тым, што ну спіс называется блок Прокопьева Егорова, а куды ни ткні пастаянна Кныровіч. Вот. І шмат словаў было про тое, што Егоров ввогуле не выступае, Прокопьев занимается своими справами и гэтак далей. И вот пишут одразу тут мне: опять сделаете заявление, после которого пропадете на полгода. Вот як вы скажете, все ж таки, наколькі вы плануете активно и методично брать удел у далейшей працы? Ох, вы закрутились, Зміцер. 4 вопроса сумели плести в один. Ну, надо ж поспеть, а то скажете, ізноўку часу нема.
Ну, Александр Кнырович один из активных членов нашего блока, и у него, очевидно, просто больше возможностей и времени. Это очень здорово, что он выступает, очень здорово, что он так часто появляется в эфире. Мне так часто не надо, и более того, я так не умею даже часто. Мне нужно ходить и думать. Вот. У Александра получается, и естественно, очень здорово, что у нас такое есть. Можно было бы назвать блок Прокопьева, Кныровича и еще перечислить несколько интереснейших людей, да, но остановились на этих именах просто потому, что так сложилось в начале нашего объединения. У нас же было две фракции, да, это слияние произошло перед выборами и не сразу. Относительно моих редких появлений. Мы уже, в принципе, с вами шутили в прошлом видео, да, про мальчика и овсянку. Помните эту штуку? Я бы и в огуле не появлялся, если бы понимал, что у нас дела хорошо. А поскольку дела у нас плохо, то каждый раз я появляюсь ровненько тогда, когда действительно чувствую, что мое появление необходимо и можно что-то поменять. Это было и до выборов, и после выборов, и во время радио Гага. И вообще, если внимательно посмотреть на мои действия, то будет понятно, что я появляюсь тогда, когда это действительно, возможно, нужно, потому что демократические силы в кризисе, и это, заметьте, не я сказал. Добра, давайте тады, гаспадар Вадзім, можа быць, я ведаю, што вы як чалавек такі, які рыхтуецца вельмі грунтоўна да ўсіх сустрэч, размоў, перамоваў, заўсёды перад такім вот інтэрв'ю, якое вот раз на паўгода, але здараецца, але вы да яго грунтоўна рыхтуецеся, у вас ёсць такая падрыхтаванае то, што вы хацелі бы абавязкова сказаць, якую думку данесці, пра якую праграму нешта там вот можа быць растлумачыць і распавесці. Таму я даю вам слова, каб вы вот зараз звярнуліся да людзей і сказалі тое, што вы хочаце сказаць. Пра сваю праграму, пра сваё бачанне, пра тое, чаго вы хочаце дасягнуць і за што будете змагацца і якімі метадамі гэта будете рабіць. Хорошо. Спасибо, Дмитрий, за эту возможность. Очень правильная драматургия нашей беседы. Спасибо. Я попытаюсь очень простыми словами сказать то, что я уже говорю последний месяц, если кто-то за этим следит. Кому-то это вообще банальностью покажется, но эти банальности надо произносить, потому что так работает общественный метаболизм, только после этого что-то меняется. Так вот, банальность от меня. Лукашенко не боится Запада. Он знает точно, какой у Запада план, и он его не боится. Лукашенко не боится наших добровольческих формирований. Лукашенко боится, как и всякий диктатор, больше всего боится политической альтернативы. И вот именно эту политическую альтернативу мы не достроили. Есть мнение, что эта политическая альтернатива может появиться только внутри страны. Я с этим мнением не согласен. Чтобы такая политическая альтернатива появилась внутри страны, Дмитрий, нужно, чтобы сначала появилась оттепель. Нужно сначала, чтобы созрели возможности. Чтобы вырастить политика в этих условиях. Когда-нибудь, даже пускай через 10 лет, например, за железным занавесом, да, нужно... Не знаю, как искрутиться, извратиться, и что же это должен за человек, который будет 10 лет жить в разведке. Это мы прекрасно с вами понимаем. Поэтому нет никакого запрета, никакой сложности, никакой технической сложности в 21 веке эту политическую альтернативу, это здание политической альтернативы иметь за рубежом, хоть на Мадагаскаре, понимаете? И вот мы ее как раз не построили. И это очень плохо, потому что без этого субъекта у нас ничего не сработает. Ни судьба иммигрантов не станет лучше, ни с визами не станет лучше, и уж тем более мы пропустим все окна возможностей. Но самое главное, что этот субъект должен быть обязательно построен на белорусском финансировании. В противном случае все грантовые деньги приходят вместе с условиями. И я допускаю, я не знаю и никогда не следил за этим, может быть, вам известно, но я допускаю, что наше политическое руководство живет именно на деньги с международной помощи. На мой взгляд, эти деньги нужно направлять совершенно в другие, на другие дела. Поэтому Координационный совет, как бы он ни выглядел странно или мелковато в своем втором созыве, это последняя возможность, последний такой ключик гаечный, починить здание политической альтернативы. На мой взгляд, это здание состоит из 3 этажей и 3 палуб. Если у нас будет объединенная диаспора, большая организованная политическая группировка,
Желательно, чтобы там было сотни тысяч белорусов из тех миллиона там, или полтора уже, да, которые выехали. А вторым этажом может быть выбранный КС из 80 человек. И, разумеется, нам нужен протоисполнительный орган, кабинет. В этом кабинете давно назрели реформы. Энергии внутри кабинета сделать эти реформы нет. Мы это видим и наблюдаем. Более того, есть еще такой инстинкт защититься, сделать еще больше эксклюзивности и обороняться. Поэтому Координационный совет может, в случае, если там соберутся вменяемые, умные, осторожные люди с государственным мышлением, он может повлиять и на нижнюю палубу, и на верхнюю. На мой взгляд, нужно начать с нижней, а не с верхней. И нет никакого плана, чтобы там пропаганда не говорила, и кто бы там ее не транслировал. Нет никакого плана смещать, свергать, передвигать Светлану Тихановскую. В этом вообще нет никакого смысла. Есть план все здание политической альтернативы подчинить главной задаче – сделать ее инструментом освобождения страны. Не просто представительством, не просто МИДом, не просто, понимаете, адвокатом, а именно инструментом влияния внутри страны. Если вы обратили внимание на последние соцопросы, на которые я ссылался, в том числе в дебатах с Латушко, то там есть вещи очевидные просто для любого человека с политическим мышлением. Мы нерелевантны в Беларуси. Главный вывод после этих исследований, они, напоминаю, из разных пришли организаций, занимался этим и Центр исследований, и Вардаматский, и Остапеня. Так вот, главный вывод. Белорусы не хотят жить в Беларуси Лукашенко. И это отличная новость, понимаете. Но белорусы не хотят жить в Беларуси Тихановской. Интересно, а как они воспринимают Беларусь Тихановской? А вот как-то так. И есть один маленький грязный секрет во всех этих исследованиях. Он не просачивается в прессу, я понимаю почему. Потому что он очень неприятный для белорусского уха. Рейтинг Светланы Георгиевны внутри страны очень скоро превратится в известный мем. И меня это лично не устраивает. Я считаю, что это и есть тупик, из которого нужно выходить. Все 7 пунктов нашей программы, их можно прочитать, их точно так же можно посмотреть у меня на канале. Сегодня выйдет последнее видео из 7. Все эти 7 пунктов, Дмитрий, очень выстраданная, очень связанная и очень конструктивная программа. Там ни капли популизма, хотя очень легко было с популизмом выйти на эти выборы. Я даже знаю слоган, при котором мы точно побеждали бы всех. Хотите знать его? Да. Хотите? Да. Визы белорусам. Так уже есть такие. Миллион виз. Вот это и есть запрос настоящего избирателя. То есть хочешь понравиться избирателю, иди и скажи, и пообещай ему безосновательно, что все с европейскими визами будет хорошо и для ваших родственников, и для вас. Но это будет неправдой, потому что никакого влияния такого на эти процессы мы не имеем, пока мы не построили субъект. Разумеется, визами нужно заниматься, но это случится только после тех 7 предыдущих шагов, которые описаны в программе. Но вернусь к программе. Еще раз, это выстраданная очень программа. Это результат моих наблюдений, анализа, мыслей на протяжении нескольких лет. Причем наблюдений с близкого расстояния. Наблюдений событий в Вильнюсе, в Варшаве, в Киеве, в Вашингтоне. Я, заканчивая свое обращение к вашим зрителям, Дмитрий, попросил бы их не голосовать сердцем на этих выборах, а принять рациональное решение и посмотреть, собственно, суть нашей программы из этих 7 видео. Это займет не больше 20 минут, они все короткие. И дело не в том, что в нашем блоке собрались, там, понимаете, 2 добровольцев из полка Калиновского, 2 добровольцев из погони, доктора наук, ученые, врачи, предприниматели, люди из 15 стран. Эта команда действительно крутая. Дело именно в нашей программе. Пожалуйста, я всех призываю приходить на выборы 25 мая.
разобраться в этой электронной процедуре, сделать небольшое действие из дома. Обязательно прочитайте, посмотрите на видео нашу программу, даже если вы будете голосовать не за нас. Всяку вели. Спадар Вадим, я паглядзеў усе тыя відэо, якія былі на момант учорашняга вечара выкладзеныя у вас на канале. Але ведаеце, вот я сёння размаўляў з Паўлам Ліберам, які спытаўся ў яго, вот, а сам ты пойдзеш галасаваць? І ён кажа, пайду, хаця я так і не зразумеў, прачытаўшы усе праграмы усіх выбарчых спісаў, што ж яны абяцаюць ці плануюць ці хочуць зрабіць канкрэтнага для мяне канкрэтна, для беларусаў дыаспары, для беларусаў у Беларусі. Вот вы сказали, я не хочу выглядаць папулістам і не скажу вот этот вот лозунг, но я так в прынцыпе вот ёсць, что вы можете, ну, как бы сказать, что вот гэта для беларусаў, ну, мы прынамсі будем імкнуцца зрабіць. Смотрите, все очень просто. У белорусов есть одна грандиозная большая проблема, которая называется «Мы хотим вернуться домой и построить белорусскую демократию, европейскую». Просто европейскую страну. И эта проблема, на мой взгляд, она общая у нас всех, вне зависимости от наших идеологических привязанностей. Могу ли я пообещать на этих выборах то, что мы вернемся домой? Но это оголтелый популизм, это просто неправда. Но я хотел бы пообещать, что я продумал шаги, как это событие приблизить. И вот эти шаги, я уверен, что Павел Либер что-то там не договаривает, да, хотя у него, очевидно, с аналитическим умом все сложилось. Ведь я в первом же видео объясняю, для чего этот КС и для чего он нужен. Окей? Теперь, если наше время возвращения затянется, потому что есть процессы геополитические, на которые мы не можем повлиять, и мы действительно оказались в таком историческом зале ожидания. И нельзя сказать, что выглядит все оптимистично. Украина теряет, понимаете, военную и дипломатическую инициативу, и это очень больно, но мы на это не влияем. Так вот, если наша жизнь в параллельной Беларуси затянется, если у нас будет 2 миллиона, 2,5 миллиона за бортом, то мы просто обязаны структурироваться, мы обязаны построить нашу вот такую Южную Корею, потому что это и есть в целом политическая альтернатива. Вот все эти люди, выехавшие, да, должны стать политической альтернативой, точно так же, как северный кореец смотрит на южного. Так вот, проблемы выехавших людей, такие частные, простые боли, да, вот давайте притворимся на секундочку, что мы собес. Они, конечно же, будут выражены одним вот этим словом. Визы. Можно ли рассчитывать, что визовую сложность с помощью выборов Координационного совета можно преодолеть? Ну да, но вообще-то да. Но просто до этого нужно сделать несколько внятных шагов. Я надеюсь, что я это очень понятно объясняю в этих предвыборных роликах. Я спадзяюся, што сапраўды гэта ў вас атрымаецца, і я патлумачу чаму. Вось буквально днямі тут у Варшаве я сустрэў хлопца на адкрыцці выставы, і ён кажа, я прыляцеў з Грузіі. Я жыву ў Грузіі ўжо 2 гады. Я не магу там легалізавацца. Я падаў на дакументы, і вот 2 гады і ніякага адказу. Я падаўся на атрыманне шенгенскай візы. Не буду гаварыць праз якую амбасаду, але ён атрымаў шенгенскую візу на 9 дзён. Ён прыляцеў у Варшаву, і першае, што ён зрабіў, ён пайшоў падавацца на атрыманне статуса ўцекача. Ён кажа, я спадзяюся, за 9 гэтых дзён паспець вось гэта зрабіць, бо ў мяне іншага варыянта няма. Там няма легалізацыі, тут няма візы, нічога няма. То есть гэта рэальна вырашыць гэтую праблему? І якім чынам? Ну вот калі ёсць сітуацыя з той же самай Грузіяй, што Коордынацыйная рада можа паўплываць на урад Грузіі, як яны там легалізацыю і дакументы выдаюць беларусам, ці вот як яшчэ? Ну, смотрите, логика такая, Дмитрий, да, разумеется, она не прямая. От того, что Координационный совет напишет письмо властям Грузии, да, визовая проблема не снимется. Координационный совет, и в этом и есть моя предвыборная логика, должен структурировать огромное количество белорусов в диаспоре.
Представьте, что 100 тысяч белорусов на цифровой платформе являются политической партией своеобразной, политической силой. Назовем ее для простоты объединенная диаспора. Представьте, что вам нужно повлиять на судьбу Андрея Гнета в словацкой тюрьме. Представьте, что вам нужно повлиять на транзит китайских грузов через белорусско-польскую границу. Представьте, что вам нужно повлиять на ослабление визовых ограничений или, наоборот, на улучшение визового климата. Вам легче это сделать, когда у вас есть 100 тысяч сторонников или когда у вас есть 3 человека, которые занимаются белорусской политикой. Ну, конечно, 100 тысяч сторонников. Еще раз, Координационный совет номер 4 должен послужить маленьким стартером для запуска очень массового движения. Это массовое движение выполняет огромное количество функций, включая лоббинг визовых послаблений. Если бы я был на месте европейских политиков, я бы без виз для белорусов ввел уже в 2020 году. Это было бы одним из самых эффективных способов продемонстрировать людям Беларуси о том, что Европа с ними. Причем самых безопасных. Поскольку этого не случилось, по очень разным причинам, об этом интересно говорить, то нам нужен политический вес. Очень важно понять, что офис Светланы Тихановской является, по сути, для зарубежных партнеров символом протестов 2020 года. И вот это плохо. Нам нужно укрепить и продемонстрировать, что мы партнер значительно сильнее, чем символические протесты 2020 года. Не знаю, если после этого моя логика непонятна, я готов попробовать еще раз. Зразумелая. Я да іншых пытанняў. Вот вы закранули тэму рэйтынга Тихановскай і ведаеце, у гэтым нічога няма страшнага, незвычайнага ці шакуючага. Тое, што рэйтынг яе паступова падае, про это гаворыцца даўно, про это кажуць сацыолагі, і гэта, ну, это в принципе нормальная з'ява ў палітыцы. Никто про это не кажет, Змейсер. Ну, Не блатайте мапы. Никто про это не кажет, это все считают лучше промолчать про это. Но чем больше мы молчим и чем дальше мы молчим, тем больше мы доходим к кризису. Ну, может быть... Я не говорю сейчас про естественные процессы, когда просто нет политической мобилизации и происходит естественное снижение. Я говорю про наше влияние внутри страны. Я говорю о том, что соцопросы дают нам картину настроения внутри страны, и мы им не соответствуем. Это означает, мы совершаем аполитичное действие. И тут диктаторы боятся только политической альтернативы. Вооруженной оппозиции у нас не состоялось, достаточно для того, чтобы сделать угрозу. І тут узнікаюць два моманта. Як координацыйная рада, нават калі яна стане, ну я не ведаю, там вот дзякуючы вам сваім імідж, аўтарытэт уздыме, як яна паўплывае на гэты рэйтынг Тихановскай унутры Беларусі, і што гэтая координацыйная рада сама рэальна можа зрабіць для Беларусі унутры Беларусі? Смотрите. Ох, Шмейсер, как вы крутите. Еще раз. Координационный совет в состоянии построить другую архитектуру, если он договорится внутри себя. Именно поэтому, чтобы он договорился внутри себя, эти 80 человек должны быть очень разумными и сработанными людьми. Понимаете, да? Чтобы не превратиться в типичный парламент молодой демократии. Поэтому голосуйте, повторяю, не сердцем, а разумом. Смотрите на умственные способности и на стратегическое мышление тех людей, которые пройдут в координационную раду. Так вот, договорившись между собой, Координационный совет с помощью массового диаспорального движения и влияния на кабинет может поправить нашу архитектуру. И это уже серьезный вклад для того, чтобы у нас появилась более стройная и влиятельная альтернатива, в том числе на материка. Координационный совет может изменить стратегию нашего лидерства. Вы читали стратегию? Вы 2 года говорите о том, что где стратегия, где стратегия, где стратегия. У Дорадца Светланы Тихановской слово «стратегия» вызывает аллергию. Он не понимает его смысла. В конце концов, напоминаю вам, с большим опозданием
мы получили документ, который называется «Стратегия Димсил». Этот документ фактически начинается с момента, когда мы уже взяли власть, и идет транзитный период. Это все равно, что начинать бизнес-план, например, писать для банка, и там писать: после того, как я выиграл в лотерею $1 миллион, я собираюсь построить вот этот бизнес. Это стратегия, это хорошая попытка. Лучше иметь вот такую хотя бы документ, чем никакой. Но я считаю, что она не отвечает на вопросы. Посмотрите, что случилось с Украиной без стратегии. Вот я сторонник мысли о том, что героический народ Украины давно заслужил стратегического политического лидерства. Посмотрите, что до войны было сделано с военно-промышленным комплексом. У Украины было собственное ракетостроение. Посмотрите, какая сложность сейчас мобилизации. Это просто вызывает социальный конфликт. Посмотрите, какая стратегическая ошибка в отношении Киева и Минска. И это все касается стратегии. И это очень серьезная вещь. И если Координационный совет в состоянии принять для всех демократических сил и, поспорив с кабинетом, более взрослую и более четкое видение, причем оно должно быть длинное, до 2050 года, то это будет неоценимый вклад, потому что можно бежать, как говорит Пал Палыч: я сделал вот это, встал в 7 утра, 10 писем отстрочил, 10 встреч сделал, а вы что сделали? Это бег на месте. Мы можем проснуться через 4 года в том же состоянии, когда все делают, все пишут, у нас есть куча фотографий встреч с зарубежными партнерами, у нас есть дипломатические связи, как мы думаем, но не произошло ничего. К нам не переходят люди со стороны режима, западные партнеры занимаются тем же, чем они занимаются в 2020, 2021, 2023, 2024 году. Я называю это блокада доброжелательного равнодушия. Если мы сейчас не додумаемся поменяться, то мы будем бежать на месте еще через 4 или через 5 лет. Как меняться, Дмитрий? У вас есть инструменты. Павел Усов говорит: давайте Конгресс белорусов сделаем. Кто-то еще говорит: давайте Скотт. Кто-то говорит: отстаньте, у нас есть Светлана. Ничего этого не работает. Единственный инструмент, который есть на доске, единственный инструмент, с которым можно провести выборы, это Координационный совет. Так получилось. Может быть, кто-то сделал что-то другое, так я с удовольствием приведу свой блог и туда выбирать. Извините, что так. Нормально, Да, нормально. Я это вас рыхтую. Я думаю, что далей будзе яшчэ больш эмацыйна. Зробім такую невялічкую паузу. Просто прыйшоў праз донат, прыйшло пытанне. Но я так думаю, чалавек, выбраўшы нік свой, вас трошку таксама падтрольвае. Нік полк Гаага. Так вот, полк Гаага пытается: няўжо Прокоп'еў не разумее, што без беларускай мовы мы заўсёды будзем пад моцным уплывам России. Апошнія 30 гадоў показалі, што роўнае двухмоўе ў Беларусі немагчымае. А наконт апытанак у канцлагеры, ваша мэта падабацца большасці ці развіваць грамадства? Вот такое пытанне сдвоенное. Ну, тут два прям вопроса. Да. Давайте по порядку. Кстати, вопрос крутой. Да, спасибо большое этому человеку с никнеймом Пол Гаага. Давайте про мову. Значит, что я наблюдаю? Я наблюдаю, что никогда белорусская мова не имела такого, импульса к возрождению. Я могу судить по себе. Я читаю раз в 100 больше на мове, чем я читал до 2020 года. И я считаю, что этот процесс возрождения, он уже начался, он уже популяризировался, и он уже случился. И он идет своим темпом, и это очень хорошо для нации. Но я обнаруживаю дисбаланс. Я обнаруживаю, что мы можем выкинуть русскоязычных белорусов, которые, как и я, понимают мову. И там могут читать и слушать, и не испытывать никаких сложностей. Но они могут стать аполитичными ровненько потому, что мы настаиваем, и, возможно, чуть-чуть раньше, чем нужно, или чуть-чуть тверже, чем нужно, на моноязычии. Еще раз. Самая глупейшая политическая ошибка
это разделить белорусов сейчас на два сорта. Первый сорт – сведомые, потому что говорят на мове. Второй сорт – несозревшие, то есть политические идиоты. У нас уникальная языковая ситуация в стране. Прям уникальная. Это не похоже ни на какую другую страну. К этому нужно относиться максимально деликатно. Лучший способ вернуть мову, сделать ее абсолютно популярной, без всякого насилия, это в новой свободной стране включить эталонную мову на свободном телевидении. И просто 20 лет не выключать громкость, оставить его в покое. И это, наверное, самое деликатное будет обращение. Вы, Змитер, обратили внимание, что в нашем политическом процессе и в нашем медиапространстве уже линеечку прикладывают, пытаясь измерить сведомость белоруса относительно его отношения к мове, или говорит он, или не говорит. Черепа еще не меряют, но линеечку прикладывают. Вот давайте я вам предложу. Измерьте мою сведомость линейкой. Ну, можно будет паспрабаваць, но я думаю, что в принципе как бы за Беларусь, за дэмакратычную Беларусь Прокоп'яў усёй душой, всем сэрцам і целам. А наколькі вось за нацыянальную Беларусь? Я сторонник того, что мы не проскочим идею национального государства. И, скорее всего, вы беседуете сейчас не с специалистом политологии, да, а просто с человеком довольно твердых убеждений. Этнический национализм не приведет нас к успеху. Понимаете? Этнический, замкнутый, закрытый национализм не приведет нас ни к экономическому успеху, ни к социальному успеху. В действительности Украина, возможно, сделала здесь ошибку. Это длинная, большая дискуссия. Про нее высказываются в Киеве, про нее высказываются сами украинцы. Я допускаю, что вот эта концентрация на монокультурном этническом национализме не позволит Украине быстро выиграть войну. Потому что, чтобы выиграть войну лоб в лоб, у нее просто не хватит сил. И мы видим, к сожалению, трусливое поведение Запада. Это означает, что нужно искать асимметричные пути. Это означает, что Украине, чтобы выиграть войну, нужно иметь союзников внутри России и внутри Беларуси. Но это стратегическое мышление пока еще не созрело в самой Украине. Я вярнуся да тэмы стратэгіі. С аднаго боку мы чуем словы про тое, что ну вот поглядите, я вот как-то нават их сфармуляваў в одно. Простите, ради бога, Змитер, там было два вопроса. Да, другое пытанне было наконт апытанак у канцлагеры. Ваша мэта падабацца большасці ці развіваць грамадства? Ну шмат размоваў мы чуем про тое, что ўсе гэтыя апытанкі, якія той же самы Астапеня ладзіць, что маўляў, ну хто ж праўду у канцлагеры скажа, асабліва калі это пытанне про там некія палітычныя некія тэмы. Ну, не совсем так, да. На самом деле уже научились, в принципе, измерять правду в концлагере, учитывая фактор страха, учитывая способности белорусов к двоемыслию, к инакомыслию, учитывая все психические. То есть там тоже не дураки во всех этих социологических наших службах. Там очень опытные люди, и они такие же белорусы и понимают белорусскую душу. От того, как вы спросите, сколько раз вы спросите, по поводу чего вы спросите, и от динамики, именно от динамики вот этих ответов, можно вычислить правду более-менее четко с небольшим люфтом. Но вот очень важный вопрос был, второй, вот, на него очень хочется ответить. Задача политика, на мой взгляд, ответственного политика, не потакать обществу, особенно в его предрассудках, а пытаться идти против течения иногда, пытаться менять, не жалеть ни своих рейтингов, ни своего политического капитала для того, чтобы достичь какой-то большой цели. Михаил Саакашвили в какой-то момент обладал невероятным рейтингом, но пошел на революционные реформы в Грузии. Сейчас не скажешь, потому что Грузия опять вернулась
состояние противостояния, но все-таки этот период, я считаю, был ключевой, и за Грузию я волнуюсь гораздо меньше, чем за Беларусь. Почему? Потому что и в Грузии, и в Киргизии состоялось гражданское общество, а у нас оно в зачаточном состоянии. Так вот, менять свой рейтинг и идти против течения – это, несомненно, искусство политики. Но это все же искусство. Это не просто, знаете, как у уважаемого Зенона Станиславовича бывает «it's my way or highway». Понимаете, да? Это все-таки искусство. Не соизмерять свои самые лучшие чаяния и самые лучшие устремления, вести нацию туда, где хорошо, но не считаться с реальностью – это глупость. Это означает поломать руки-ноги, не добиться ничего, и еще подвести своих соотечественников. Поэтому доблесть джентльмена, как кто-то говорил, по-моему, Оскар Уайлд, сверяться с реальностью. Реальность в стране мы можем увидеть, вот мы можем ее разложить по полочкам. Это означает, что обязательно вести людей нужно туда, куда нам надо, но делать это нужно, соизмеряя с их желаниями. Не такие уже они, там, понимаете, слепые и недалекие. В этих соцопросах я и мудрость читаю. Я вернуся до стратегії, і безумоўна стратегія павінна быць і да там 50-го года, як вы кажаце, а можа до 70-го, а як і кітайцы там на некалькі стагоддзяў наперад стратэгію прадумваць. Але нават калі вось вы напішаце гэтую стратэгію і скажаце: вот глядзіце, якая выдатная стратегія до 50-го года, прыйдзе звычайны беларусы, неважна, з Беларусі ці з дыаспары, і скажа: гэта выдатна, дзякуй, спадар Вадзім, але назаўтра што вы мне можете даць, што зрабіць? І вот тут вот стратегія дальняга бачання, но яна как бы не зусім працуе, тому что люди хочуць жыць сённяшнім днём. Ну почему же дальнего бачення? Ну вот еще раз. Чувствую, что не посмотрели эти мои программные видео. Ведь там есть горизонт на завтра, там есть средняя перспектива и там есть дальняя перспектива. Не то, что там стратегия есть, там невозможно в этих коротких видео стратегию сделать. Там есть видение мое, как это устроено. Ведь есть ближайшая перспектива. Знаете, какая ближайшая перспектива? 25-й год. Знаете, что будет в 25-м году? Выборы. Ну, в контексте войны мы понимаем, что может быть все, что угодно. Понимаете, да? И может и черный лебедь прилетит. Ведь я не знаю, как вы расцениваете перестановки там в Кремлевском рейхе. Я их расцениваю там немножко по-другому, чем об этом пишут. Неважно, черный лебедь может прилететь. Там уже боятся новых Пригожиных. Именно поэтому там перестановки, понимаете, оптимизация происходит. И поэтому они вырезают генералов один за днем. Сегодня новость тоже была. Видели, да? Да. Окей, хорошо. 25-й год. Вернемся к нашим болям. Что будет в 25-м году? Он прогуляется по буфету, правильно? Да. Будут такие же недовыборы, без выбора. Будет попытка повторить 2015 год, только уже под автоматом. Скажите, пожалуйста, это дальняя перспектива или короткая? Ну, это уже короткая, да. Ну, это короткая. Я вам больше скажу, это супер короткая. У нас осталось 12 месяцев для того, чтобы придумать наш ответ на это политическое событие. А то, что это политическое событие внутри страны, мы не сомневаемся с вами, так или нет? Конечно. Все будут смотреть, и все аполитичные люди в этот момент оставят свои дела и задумаются про нацию. Даже те, кто про нее не думает. Я вам гарантирую, что если мы оставим дела как есть, если не будет выбран Координационный совет, если он не придумает несколько умных шагов, если он не повлияет на кабинет и не повлияет на массовую организацию, мы подойдем к этому событию 25-го года с опущенными штанами. Статус-кво именно к этому приведет. Вы не падтрымліваеце перакананне будучага посла дэмакратычнай Беларусі ў Манголіі Франыка Вячоркі, што 25-й год для легітымнасці Ціхановскай нічога не мяняе. Я думаю, что 25-й год действительно для легитимности Тихановской ничего не поменяет, потому что кабинет не зависит сейчас от белорусов. Я думаю, что в Вашингтоне будет принято решение о том, что мы коней не меняем. Поэтому, да, Франок, в общем-то, наверное,
готовит аудиторию к тому, что, вы знаете, а 25 году ничего не ждите, все будет как есть. И я не хочу, чтобы 25 году было все как есть. Я точно так же не хочу, чтобы Светлана Тихановская оказалась в кювете или вышла и сошла. Ну, понимаете, да, но для этого нужно вдумчивые действия. Недавно на конференции в Праге, была такая конференция среди диаспор, почему-то там нельзя было выступить онлайн, поэтому мое обращение, по-моему, зачитывал мой друг в Праге. Так вот, на конференции в Праге была попытка Франка Вечерка еще как-то по-новому, под новым углом объяснить, почему в 25 году все очки не сгорают. Попытка эта была такая очень робкая, она не была услышана. Мне кажется, Франк ее не будет повторять, понимаешь, это ошибка. Фактически она звучала так. Подождите, а Светлана Георгиевна, она же в должность не вступала, инаугурации же не было, ну тогда это все не считается. Понимаете, читайте мелким шрифтом. Какие эмоции у вас это вызывает, Дмитрий? Ну, складанные эмоции, скажем так. Только вот нам обнуления сроков не хватало, правда? Да. У сваім адным з інтэрв'ю вы закранули тэмы мяжы будучай з Расійскай Федэрацыі, з Расіяй, і вы сказали, рва з кракадзіламі не будзе, да, цытую даслоўна. Вы увогуле кажаце пра тое, што ну мяжы з Расіяй не будзе і гэтак далей. Гэта выклікала шмат негатыўнай рэакцыі на гэтыя вашыя словы. Вы лічыце немагчымым у сённяшняй умове ну как бы оторвать Беларусь от России? Нет, я считаю, что обязательно это нужно сделать. Я считаю, что нужно все действия предпринять. Когда я говорю, что не будет рва с крокодилами, это не значит, что там не будет государственной границы. Это лишь означает, что влияние России останется и в постпутинской России. Поймите, там 100 миллионов людей с изувеченным сознанием. С изувеченным сознанием. 47% россиян, вдумайтесь в цифру, согласно последним опросам, оправдывают пытки. 47. Вы понимаете, дело не в Путине. Ну, в нем тоже, конечно. Он бандитский Петербург свой раскрутил в столице. И потом примерил имперские, так сказать, наряды и понял, что отзывается. Но он понял, что отзывается у русского народа, поймите. Поэтому с Россией у нас никогда не будет ситуации, что там будут Альпийские горы или батальоны НАТО, понимаете, на восточной границе Беларуси. Об этом нужно думать. Об этом не принято почему-то у нас говорить, потому что каждый публичный спикер понимает, ой, я сейчас скажу что-нибудь, да, о том, что нам, оказывается, нужна стратегия с постпутинской Россией. А это повлияет на мое восприятие, потому что затопчут Змагарык. Но это глупость полная. Нужно об этом думать прямо сейчас. И Украине нужно было думать. И Западу, кстати, нужно было думать. Дмитрий, я потерял вас. Куда-то отвлеклись. Павінен быць на месцы. Я, дарэчы, вось зараз троху адхінуўся, каб знайсці вось у гэтай кнізе размову з вашай з вами нацыянальную ідэю ад Вадзіма Пракоп'ева. І фраза ваша, якую мы тады вынеслі у загаловак, гучыць так: обратно в Европу. Нам трэба стаць цвіком, які прыкончыць імперію, расійскую імперію, і вярнуцца ў Еўропу. У Еўропу зразумела, тут пытанняў няма. А вот гэты тэза пра цвік і прыкончыць расійскую імперію застаецца? Вопрос мне спасибо, что напомнили, потому что мне кажется, что это одна из самых важнейших тем. Смотрите, есть ли у Беларуси шанс стать плохим полицейским для России? Ну, во-первых, это место занято уже Украиной, во-вторых, у Беларуси просто нет ресурсов на это. Я уж не говорю про способности белорусской армии, вернее, про ее ментальное состояние. Еще раз, они в случае, например, операции Кремля по подавлению белорусского восстания, скорее всего, поступят как военнослужащие Украины в Крыму в 2014 году. Это еще не худший вариант. Поэтому нам придется придумать, как же мы будем сосуществовать вот с этим большим, злым, странным государством. Повторяю, 100 миллионов людей с изувеченным сознанием. Они не исчезнут никуда. У нас не будет пролива между ними. Кстати, Тайвань тоже пролив не сильно спас. Ну, пока спасает, но это еще не вечер. Так вот,
моя идея «не можешь управлять, возглавь». Моя идея сделать из Беларуси, из новой Беларуси, и это точно придет, это не за горами, устойчивую демократию такого привлекательного свойства, чтобы она с помощью своего влияния на Россию, в том числе, кстати, и медийного влияния, смогла медленно, но верно принести цивилизацию вот в эти земли. И в таком случае обезопасила саму себя. На самом деле у мира есть такая проблема, а что мы будем делать с будущей Россией? Как мы будем управлять? С ее ордынскими традициями, с ее царскими традициями. Она имеет риск пересобраться опять в угрожающую для мира конструкцию даже после периода какой-то оттепели, даже после следующего Хрущева. Нам же нужно эту тенденцию прервать. Как вы собираетесь это делать? Я считаю, что белорусский экономический проект, который направлен в том числе на Россию, и является ответом на боли мира, а что же нам делать с этим непонятным государством, у которого на карте написано «вот вам всем». Именно Беларусь, именно в Беларуси нужно сделать такой проект, такой, понимаете, уровень маяка, такой уровень влияния на Россию, чтобы просто у России не было шансов нападать на нас, чтобы они завидовали нам. И это вполне возможно. Почему? В смысле, одним нам с этим не справиться. Для этого точно совершенно нужно заинтересовать этим предложением свободный мир. То есть нам нужен мини-Маршалл-план, который не просто спасает белорусов после 30-летия, понимаете, без времени, не просто там из этих африканских руин восстанавливает какую-то нормальную европейскую жизнь. Наоборот, нам нужно заинтересовать весь мир в том, что мы в состоянии стать альтернативой для России. Почему? Почему не Украина? Почему мы? Объясняю. Компактный размер. Очень трудоспособное население. Практически протестантская трудовая этика. Законопослушная. Вот то, что нам мешает вырваться из концлагеря с помощью вооруженного восстания, то же самое нам поможет сделать очень быстрые, очень эффективные, очень качественные реформы. Вы обратили внимание, что белорусы законники? Они прям законники. И что чистота на наших улицах – это часть культуры, а не заслуга Лукашенко. Но они законники. Вспомните этот замечательный мем, когда в Минске молодой человек ночью, при полном отсутствии автомобильного движения, не понимает, как переходить дорогу. Потому что моргает желтый, он ждет зеленого. Это прям национальная черта. То есть мы больше похожи на восточноевропейских немцев, точно так же, как Украина, наверное, больше похожа на какие-то южные народы по темпераменту и по своим подходам, может быть, на Италию. Я утверждаю, что если сейчас люди, которые оказались за границей, будут достаточно мудры, чтобы подготовиться к такому проекту новой Беларуси, если они воспитают новые элиты, причем это нельзя делать онлайн, понимаете, на коленке. Нам нужно новые элиты пропустить через политическую систему, а для этого эта выборность КС должна сохраняться. Туда должны приходить новые люди. Нам нужно обязательно с Западом договориться на обучение в самых престижных вузах. Нам обязательно нужно Запад сделать интересантом, не просто в восстановлении этой страны, понимаете, а в ее ключевом влиянии на будущую Россию в 2050 году. Не знаю, объяснил или нет? Да, это и есть гвоздик в гроб, поймите, Дмитрий. А какой мы еще гвоздик можем предоставить? Это очень важное для мира дело. Калі хацелася б ўсё ж таки ці атрымаецца нам у нас супраца не по-іншаму як вам бачыцца наша супраца с захадам заходнімі партнёрамі, як это любяць гаварыць, якая пазіцыя по Беларусі, по беларускім дэмсілам в Вашингтоне? Окей, это спасибо за вопрос еще раз. Я всех зрителей, и вас в том числе, прошу посмотреть сегодняшний ролик. Мне кажется, что он у многих вызовет, возможно, очень негативную реакцию. Но слов из песни не выкинешь.
У нас совершенно извращенные отношения с нашими западными партнерами. Объясняю. У западных партнеров есть стратегическая необходимость, если мы говорим сейчас про Вашингтон, выиграть соревнование с Пекином. Скорее всего, это соревнование будет идти вообще по всем направлениям, и я уверен совершенно, что победа будет достигнута именно в области технологий. Но это предмет другого разговора, очень интересно. Позовите меня после выборов КС, я долго могу про это рассказывать. У меня недавно в Силиконовой долине провел 2 недели там на учебе и пообщался с профессорами из Беркли и Стэнфорда, и я, в общем, задача была понять, что такое технологическое сердце Америки. Но сейчас оставим это в сторону. Запад, играя с Пекином в большие стратегические шахматы, получил себе неуправляемую Россию. Понимаете? Получил себе такого enfant terrible, который... И эта Россия рискует нарушить весь мировой порядок. Причем Пекин больше даже за мировой порядок, чем, разумеется, гопники из Кремля. Настоящая игра Запада не происходит с Минском и с Лукашенко, она происходит с Москвой. Белорусская оппозиция, или, скажем, белорусская альтернатива в том виде, в котором она сложилась в Вильнюсе, является элементом, микроскопическим элементом этой игры, повторяю, не с Минском, не с Лукашенко, а с Кремлем. Если Западу нужно не повышать ставки, если Западу нужно укротить белорусскую оппозицию, если Западу нужно указать белорусской оппозиции на ее место, то у них миллион способов и огромный опыт. Все, что для этого нужно сделать, это тихонечко кашлять в кулак, расставлять флажки, куда можно ходить, куда нельзя, и давать немножко денег. Еще раз, все наши отношения с влиятельными западными столицами, Вашингтон одна из них, пожалуй, главная, должны быть пересмотрены. Дело в том, что сейчас эти отношения выглядят буквально как кураторство Вашингтонского обкома. Я никогда не думал, что я этот штамп советский, Вашингтонский обком, буду произносить не в ироническом, а в настоящем ключе. Но это не приговор. Америка не устроена как Беларусь, понимаете, и не устроена как Тегеран. Здесь очень много центров политического влияния. Здесь открытая политическая система. Здесь можно лоббингом добиться многого. Здесь не джамахирия. Во всяком случае, пока. Я не знаю, что будет при Дональде Трампе. Мы дураки. Мы согласились на это снижение игры. Мы не рассмотрели в этом. Я могу приводить бесконечные свидетельства этого подхода в стиле realpolitik со стороны Америки. Я помню все свои встречи с Джули Фишер. Я понимаю все намеки. Я читаю, чем занимается там американское посольство в Вильнюсе. Я понимаю, что происходит. Но если не копаться даже в этих свидетельствах, а посмотреть просто на стратегию Вашингтона с Украиной, то все про Беларусь будет понятно. Ведь обратите внимание, принята стратегия Россию сварить тихонечко, как лягушку. Принята стратегия, и, скорее всего, были споры внутри президентской администрации, мы про это свидетельство читаем. Принята стратегия деэскалации, вернее, контролируемой эскалации, такой стратегической двусмысленности. Мы не хотим, чтобы Украина проиграла, но мы не можем произнести, чтобы проиграла Россия. Разумеется, все это связано, в том числе и с угрозой ядерного оружия. И нам очень трудно доказывать американским партнерам, что ядерное оружие не будет применено. Вот вы можете поручиться, что оно не будет применено никогда? Я могу. Но на такие аргументы, знаете, что, поймите, Путин не идеологически, не настолько, понимаете, Сталин. Он там не живет аскетичным образом жизни, он не подтянется к кнопке, потому что у него есть аквадискотека, потому что у Кабаева есть в Швейцарии особняк. Ну, такие люди не тянутся, понимаете, они будут угрожать из-за денег. Опять же, подумайте, ну вот Путин каждый раз, когда Запад повышает ставки или, например, отправляет Украине оружие, он каждый раз включает своего верного табаки Лукашенко, чтобы тот опять начал грозить ядерным оружием. Ну разве вам это не говорит про банальную бандитскую тактику, что называется, взять на понт? Это же просто кооператив озера, это тактика Тамбовских. Запад все это внимательно выслушает и скажет: хорошо, а гарантии у вас есть?
что он не потянется. Поэтому Запад занимается сложными шахматами. И деэскалация, вот это направление деэскалации, оно победило. Вспомните визит вот этой группы Салливан-Бернс в Москву в 2021 году в ноябре. Посмотрите на запрет сначала давать Украине наступательные летальные вооружения. Посмотрите на запрет обстреливать российские НПЗ. Посмотрите на дальность, на ограничение дальности высокоточных ракет. Если все это сложить, вам будет очень понятно, почему Вашингтон в 2020 году поступил с Беларусью так. На мой взгляд, это realpolitik не просто аморально, она является стратегической ошибкой. Но это их стратегическая ошибка. Наша стратегическая ошибка – верить в то, что это и есть крутой план союзников. Давайте их слушаться во всем. Это не так работает. Нам нужно повзрослеть, нам нужно стать для них интеллектуальным, сильным, политически развитым партнером и предлагать свое видение и делать win-win. Но ни в коем случае не соглашаться на роль, простите, ручной баллонки, как это случилось в Вильнюсском штабе. А это возможно. Что у нас есть для того, как изменить ситуацию? Там ресурсы, инициативы, идеи. Ничего. Нам, для того, чтобы изменить ситуацию, для того, чтобы поменять мышление, в том числе здесь, в Вашингтоне, нам обязательно нужно сделать массовую организацию. Нам обязательно нужно построить вот этот трехэтажный политический центр. Нам обязательно нужно продемонстрировать, что мы способны думать до 2050 года. И вместо того, чтобы им бросать, понимаете, чуть ли не копию пакта Молотова-Риббентропа, где нас слили, нужно сказать: смотрите, мы понимаем вашу игру. Она циничная, нам не нравится, у нас люди по тюрьмам стонут. Но у нас есть предложение получше. Понимаете, о чем я? Ну, я пакуль не бачу, якая у нас может быть прапанова, что их зацікавить. Нет, ну смотрите, во-первых, это, обратите внимание, это как раз и есть интегральная часть нашей предвыборной программы. Во-первых, нужно платить за себя в ресторане. То есть белорусская политика должна финансироваться белорусами. Во-вторых, нужно продемонстрировать, что мы в состоянии иметь политический вес, и мы структурировали диаспору. Если мы не в состоянии сделать это на материке движения, почему бы не сделать его в диаспоре, которая постоянно пополняется новыми иммигрантами? В-третьих, нам нужно продемонстрировать интеллектуальную способность размышлять геополитически. Только после этого мы рискуем стать частью уравнения. До этого момента нас просто зарисовали с Россией, нас просто обвели, понимаете, нас триколором закрасили здесь, в Вашингтоне. И просто положили на полочку и просто сказали: знаете, сиротам дайте, сколько у них там, правозащита, немножко независимых медиа, вам 20 миллионов хватит? Ковалевский Свечер сказал: не, куда 20 миллионов, нас вообще, сейчас уволят всех людей, там, наши независимые СМИ. Ну ладно, возьмите 30. Кстати, важный тезис. Нам совершенно не помогает на Западе этот нарратив, который присутствует в белорусском медиапространстве. Все, мы уже стали российской губернией, все пропало. Мы все потеряли, страна оккупирована. Так мы, получается, помогаем Западу не считать нас отдельным игроком. Понимаете, просто заштриховать нас и думать вообще про дела в Москве, а нам просто давать милостыню. Это тупейшая позиция. Еще раз, чтобы поменять дела в Вашингтоне, нужно, первое, научиться жить на собственные деньги. Второе, продемонстрировать организационные способности, объединить диаспору. Третье, продемонстрировать интеллектуальные способности. Выйти с таким программным документом на таких людей в Америке, причем поспорив об этом публично, от академиков до ветвей американской власти. И после этого вы удивитесь, на нас будет смотреть, как, кажется, на полноценных взрослых партнеров. А ведь этого нам и надо. Нам для того, чтобы иметь влияние на политзаключенных, нужно иметь доступ в эту комнату. Для этого у нас должен быть пропуск. Пропуск будет только у взрослых людей, которые в состоянии делать самостоятельные вещи.
возьмем, пакінем трэці пункт, ён вельмі прыгожы, возьмем першых два. Так. Платіць самім і сплачённая дыаспора. Ну, в прынцыпе, пачынаецца ўсё са сплачённай дыаспоры, а когда яна сплачённая, тогда уже как бы и платить. Платить через год, например, научимся. Для начала хотя бы объединиться. Да, так вось, спадар Вадим, наколькі я ведаю, у мінулым годзе вы ездили с таким, ну, назовем это туром по ЗША и по іншых дыаспорах свету, менавіта з гэтай мэтай неяк сплаціць гэтую дыаспору. І што? Наколькі я ведаю, нічога. Можа, беларусы просто не здольныя сплачиваться? Что, не ездить или что, Дмитрий? Не, ну ездить, я ж не кажу, что даремно ездили, я про перспективу, а может, не здольные сплачиваться белорусы. Смотрите, мое типичное выступление в любом городе, где собирается белорусская диаспора, длится 3-4 часа. Для того, чтобы просто рассказать реальность, которая мне видна, я, повторяю, наблюдал его с очень близкого расстояния. Прям в ключевых точках. И в Киеве, и в Вильнюсе, и в Варшаве, и в Вашингтоне. В Вашингтоне позже. Просто чтобы людям белорусской диаспоре раскрыть глаза о том, что где мы находимся в большой геополитической картине, где мы находимся в организационном плане, есть ли у нас союзники, почему Вильнюс и Варшава так себя ведет, как так сложилось, что этот офис пересобрался в кабинет, но недостроен, почему у нас нет собственной казны и министра финансов, почему у нас нет внятной стратегии. У меня на это уходит 3-4 часа. Знаете, что после этого нужно сделать? Оставить белорусов в диаспоре в покое, потому что это нужно все переварить. Поэтому мой тур по диаспорам заканчивался, по большому счету, пока что одним предложением. Давайте так, нам точно нужно, и мы сейчас все это признали, массовая диаспоральная организованная организация. Желательно на цифровой платформе, желательно исполненная в стиле 21 века. Но давайте начнем с малого. Давайте проголосуем в КС. Просто проголосуем в Координационный совет. Я объяснял, для чего этот Координационный совет нужен. Я допускаю, что если все пойдет по плану, вот так вот медленно, шаг за шагом, то следующий тур по диаспоре, это будет уже предложение вступать в такую организацию. Пока что я замерил, что в каждом городе, мы с вами уже отшутились на это, по 2, по 3 синагоги. Кстати, разъединенная диаспора, которая собачится между собой, это тоже последствия слабого лидерства. Ну да, в прынцыпе правильный падыход. І я ведаю, что да, спадар Вадим развітваўся, фактычна так, можа быть, я так трошку утрырую фразой такой, як тэрмінатар, что я вернусь. І вернется з наступнай сустрэчай. Але да сённяшняга дня, спадар Вадим, вот мы кажам про все ж таки выборы, про потым пабудаваць координацыйную раду, якая будзе мець давер. Але что мы маем сёння? Вот нават на гэтым этапе, нават выбарча, уже не кажам про тое, як рыхтаваліся гэтыя выборы, что там это было адцягванне, але потым, калі пачаўся выбарчы працэс, ён пачаўся са скандалаў. С палком Каліноўскага, с гэтым удзелам ваяроў у выбарчых спісах, потым там знаходкамі розных як это там называется, агентуры у спісах там нейкіх асобных прадстаўніковай партый. Зараз сітуацыя с Азаровым. І тут вот, па-першае, на фоне вот усяго гэтага, что мы пабудуем, калі такія канфлікты пастаянныя і скандалы, і па-другое, як вы увогуле ацэньваеце гэтую сітуацыю? Я маю на увазе. Я думаю, что все конфликты должны случиться, и, наверное, это процесс очищения. Я думаю, что все нарывы должны взорваться, и это, наверное, и есть признак роста. Ничего в этом трагического нет. Вообще, знаете, главную проблему с этими выборами не какие-то скандалы или как сенсации на выборах КС. Главная проблема этих выборов, что это, я это как вижу, выборы в КС — это костка в глотце для кабинета. Но эту проблему не сильно поднимают. И, кстати, последствия этой проблемы, которая вот так и формулируется, костка в глотце, последствия мы ощущаем, потому что эта предвыборная кампания могла выглядеть как абсолютно единая, красивая, чуть ли не телемарафоном во всех СМИ событие. Этого не случилось. Вы понимаете, о чем я, да? Представьте, что мы на всех
наших независимых медийных каналах производим одни и те же действия в стиле «Je suis Charlie», да, ежедневно мобилизовывая будущих выборщиков, объясняя, почему этот Координационный совет так важен для политической системы вот этой нашей параллельной Беларуси. Рассказывая, сколько осталось часов до выборов, показывая программные выступления, не давая никому предпочтения. Ведь, смотрите, в демократических странах, в любых, такая выборная кампания, она привела бы все СМИ в точку, когда они интересовались. То есть для них, для независимых СМИ в демократических странах, любая выбранная кампания, участие в такой кампании – это просто честь, это привилегия. При этом частные СМИ в таких демократических странах, несомненно, поддерживали бы своих кандидатов, спонсоров или любимчиков, но государственные СМИ пытались бы занимать независимую, непредвзятую позицию. Ну вот так я выглядел, так я предполагал медийную кампанию. И, кстати, Светлана Тихановская пообещала мне фактически в декабре еще в Ельском университете, что она примет живейшее участие в этом, потому что я как раз ей намекнул, что с вами, и если вы поставите на эти выборы, у нас действительно может получиться, потому что у нас есть СМИ, которые периодически поглядывают на офис и думают, а как на это отреагирует Светлана Тихановская? Мы тут часть проблемы или часть решения, а что потом скажут? И потом у них исчезает инициатива. Почему? Надо объяснять. Мы с вами этот разговор вели в кулуарах, если помните, конференции 22 года. Все очень просто. Наши независимые СМИ не получают свои бюджеты в бухгалтерии, где сидит Франок на рукавник. Но у всех хватает ума представить, что если на этот год нам дали 70% от бюджета, и если на следующий дадут 50%, то мне придется уволить людей. Зачем мне ссориться с офисом, который не желает этого координационного совета? Настаиваю, хоть колхозцы. Если мне скоро людей увольнять будет с Еврорадио понадобится, или с Зеркала. Вот как наши дела обстоят. Понимаете, трагично. Теперь насчет скандалов или сенсаций. Ну, я даже не знаю, что тут комментировать. На мой взгляд, Александр Азаров сделал бы значительно умнее, если бы подписчики плана Пиромога получили нейтральное сообщение о том, что не пропустите выборы. Он утверждает, что он разговаривает с ними 2 раза в месяц. Если он разговаривает с ними 2 раза в месяц, с участниками плана Пиромога, то он точно так же мог просто отправить нейтральное сообщение о том, что, пожалуйста, не пропустите выборы 25 мая, посмотрите, как это сделать, да, можно электронно проголосовать, соблюдайте безопасность, принимайте меры. Ну, кстати, большие шансы, что после этого за его блок проголосовали бы больше. Согласны? Магчыма. Балючая, конечно, тема, якую вы закранули СМИ, і у дадзенай сітуацыі, безумоўна, можна разважаць пра тое, як бы дзейнічалі, каго падтрымлівалі, ці магчыма, ці немагчыма, і вы выдатна ведаеце, што не ва ўсіх і не зусім добрая фінансавая сітуацыя, і ў гэтай сітуацыі, ну, я, можа быть, сваё бачанне выкажу, што, можа быть, варта было б, скажем так, грошы не на подсветку Палаца культуры ў Варшаве адправіць і не на бігборды у Кракаве ці яшчэ што-небудзь, а, скажем, казаць, вот СМИ вам, хай гэта невялікія грошы. Я, дарэчы, падлічыў нават. Вы сказалі, што на подсветку было патрачана по $12 з кожнага сябра, сяброўкі вашего выбарчага спісу. Іх у вас 34 чалавека, на 12 это $408 атрымліваецца. Невялік. 40 человек в чате, потому что есть те, которые не входят в избирательный список, но у нас состоят в группе. Ну, у любым выпадку, каля $500, хай себе сумма невеликая, не астрономичная. Невеликая. По $12 человека. Я вам больше скажу, Змитер. Я собираюсь это сделать на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Знаете, сколько стоит 15 секунд на Таймс-сквер в Нью-Йорке? Я не ведаю, но я думаю, что... $40. Сколько? $40. $40. И, кстати, можно было сделать это даже не за $12, вот эту подсветку Палаца культуры в Варшаве. Можно было сделать вообще ее бесплатно, и такая возможность есть, просто нужно любопытствовать, интересоваться. Ведь этим занимались люди, которые занимались раньше в НАУ. Они работали вместе с Павлом Павловичем Латушко. Вот люди, которые сделали такое предложение, да, креативное.
они были в команде Павла Павловича. Мы их прекрасно знаем. И Павел Павлович точно понимает, как это можно сделать. Вообще, если за полгода попросить и заняться этим вопросом, то был бы ноль. Не то, что по $12 с души сноса, вообще ноль. То есть можно действительно за полгода заказать бесплатную подсветку, просто это нужно хорошо объяснить. Добра, але я не про то, спадар Вадим. Я про тое, что ну вот за это там $400-500 зрабілі гэтую подсветку, на гэтым фоне прыгожае відэо для свайго тиктока ці інстаграма зняў Потапаў. Ну выдатна. А вот карысць ад гэтага, ці можа быть лепей было гэтыя $500 даць якому-нибудь СМИ, я нават не про Еўрарады говорю, любому незалежнаму СМИ, каб ты заплатили, ну как бы добраму, я не ведаю, СММщику, и тот баннер прыгожа намаляваў і ў сябе повесіў, і чалавеку далі зарабіць. И это провисело не... Зачем, Змейсер, вы сложите цифры, подумайте немножко как бизнесмен. Все очень просто. Мы подсветили эту башню. Это, как вы понимаете, чрезвычайно дешево. Мы написали, вернее, сами СМИ о нас написали. И более того, я дал комментарий о том, что эта башня светится, в том числе, чтобы намекнуть нашим СМИ, что кампания выборов в Координационный совет могла быть в 10 раз мощнее. И знаете, что после этого случилось? Мне предложили «Зеркалу» дать интервью. Так и замечательно. Мне же никто не звонил из «Зеркала». Ну, то есть мы скинулись по $12, нам не страшно. Но я прекрасно понимаю, что я хочу сказать для читателей «Зеркала». Сегодня будет интервью. То есть это самая удачная инвестиция. Ну, может быть, «Зеркало» от гэтага и выиграло, и вы таким чином, что до его достучалися. Не ведаю, мы с вами на интервью пошли домовляться еще 2 месяца тому. Вот. Смотрю на экран, да? Я сейчас думаю, вот, а что если вот вы такой красивый сидите, да, с прекрасной футболке, весь ваш этот фэн-шуй там у Еврорадио, то есть ваш персональный мощный бренд, а здесь в углу написано: до выборов КС осталось 2 дня, столько-то часов, столько-то секунд. Скажите, это так сложно? Нет, конечно. Это стоит денег вообще ни копейки. Ну, ладно, про гэта можна спрачацца. Про іншае. Ждите сігнала, пытаецца: добра, моцную дыаспару зробім. А хто уладу у Беларусі браць будзе? І ці захочуць людзі з РБ, калі яе захопяць, аддаць дыаспары кіраўніцтва? Люди в РБ, я уже второй раз это объясняю, но мне не сложно, более того, обязательно на такие вопросы нужно отвечать. Люди в РБ захотят другой власти, в том числе другого руководства. Люди в РБ захотят вместо, понимаете, Караника или Вольфовича других людей. Для того, чтобы эти другие люди появились, их нужно продемонстрировать. Для того, чтобы люди в РБ захотели этих людей, их нужно продемонстрировать. Нужно, чтобы наша политическая альтернатива выглядела и имела потенциал руководства новой страны. Ничего такого сейчас не существует. Поэтому простой ответ на вопрос: ну, выстроите вы вашу параллельную Беларусь. Ну, будет, как вы говорите, там такая выборная система проточная, чтобы новые таланты приходили, новые политики формировались, чтобы новые элиты обучались. А власть-то как будете брать? Ну, такой, знаете, свежий вопрос, на который 4 года ломают голову лучшие умы, и вы в том числе, и я. Так вот, существование такой политической альтернативы и само существование новых элит, и само существование вот этой Южной Кореи, параллельной Беларуси, вот прямо за углом от нашего концлагеря, и является инструментом для будущего транзита власти. Один из сценариев, по которому этот транзит будет происходить, это в постлукашенковской Беларуси, как бы он ни ушел, естественно или насильственно, часть номенклатуры, которая не хочет немедленно лечь под Кремль, будет искать себе союзников на Западе. И стать таким союзником в этот момент означает получить место за круглым столом, как бы и в какой форме он не происходил. То есть если мы нарастили такое влияние, если чиновники уже сейчас при живом Лукашенко засматриваются на нас, пытаются нас измерить, пытаются посмотреть на наши экономические идеи, пытаются прочитать то, как мы собираемся ремонтировать юридическую систему, которая представляет собой полное беззаконие.
если они смотрят на наших лидеров, на наши новые политики, если они понимают, что там Южная Корея функционирует, то гораздо больше шансов, что мы завоюем их умы и сердца. И это, напоминаю нашим читателям и вам заодно, по статистике, 67% вероятности, как заканчивается диктатура подобного типа. Так, спадар Вадим, я уже адчуваю, что я вас вельмі моцна і так затрымаў, таму давайте, может быть, затрымалі. Да, троху набліжаючыся до завяршэння, але яшчэ одно можа быть такое непрыемнае пытанне. Ведаеце, я пазаўчора сеў глядзець ваше відэо. Дарэчы, раю усім подпісацца на YouTube канал Вадима Прокопьева. Там вось выкладзеныя ўсе яго відэо, якія по программе, по 7 гэтых пунктах, ну сёння 7-е, і я так думаю, что трэба зрабіць такую адзнаку, калі для вас гэта бяспечна, то подписывайтеся, калі гэта небяспечна, заходзьце, глядзіце, але без подписки, каб это потым у вас не знайшлі. То же самое тычыцца YouTube канала Еврорада. Глядите, подписывайтесь, натискайте на звоночек. Ну и сами разумные люди все ведаете, что рабіць. Так вот, я проглядзеў, колькі там на той момант было гэтых відэо, и тут раз выскакивая, и мне прапануе YouTube аккурат таки шоу у прамым эфире стрым Курэйчыка, где написано было анализ программы блока Прокопьева Егорова. Думаю, ну як 1 до 1 склалася добра, давай погляжу. И он по ваших этих самых видео по программе проходится, хвалить, 10 кажу: о, бачите, який Прокопьев молодец, у Курэйчыка идею, можно сказать, подбрыл, вот эту вот, и вот, но молодец все равно. Но як бы там ни было, и он праз фразу узгадывал Егорова, Потапова, это чальцоў вашага спіса, і расказваў про тое, якія яны злодзеі, можна сказаць, даже нейкія, ну не знаю, як яны зрабілі з каардынацыйнай рады тое нееглае ўтварэнне, якое яно з'яўляецца сёння, про нейкія махінацыі фінансавыя, про нейкія отмывочныя цэнтры, про нейкія левыя кішэні. Со словамі у мяне ёсць документы, но я іх пока вам не покажу, и гэтак далей. Слухайте, ну вы ж чалавек дасведчаны, вы ведаеце, что имидж как бы каштуе дорага. Вы не думали, что все ж таки варта было б вам, ну как бы клапочыцься про свой палітычны імідж, ну паглядзець, что там сапраўды ёсць, калі там нешта ёсць за Прокопьевым, Потаповым. Ну не з пустого ж зусім Курэйчык это ўсё гаворыць, ну не зусім же ж ён уже как бы бераги поціраў, як кажуць. Ну, я не знаю, а доказательства какие-то были. Я понимаю, что мне следовало бы беспокоиться за имидж. Мне точно нужно было бы думать про репутацию, если бы у этого были основания. Но я так догадываюсь, что вам нужно спросить про это самих Егорова и Потапова, и, может быть, вместе их посадить. Понимаете, какое дело? Я не несу никакую ответственность за действия КС номер 2. Ну, просто не несу. Я туда людей не выбирал, своих представителей туда не отправлял. Как ни странно, Андрей Курэйчык несет, потому что он был, если я не ошибаюсь, он как раз был в составе КС-2. Да. Для меня вот эта сварка означает не что иное, как какой-то набор личной неприязни, который сформировался у них за время работы в КС-2. Мне кажется, что лучший способ это выяснить, это, в общем-то, сделать им стрим 1 на 1, я не знаю, или с вашей помощью, но я точно не несу за действие КС номер 2. Я пошел на объединение с фракцией Егорова только после того, как сформировал свой блок. Понимаете, у нас уже было 2 калиновцев, 2 погоневцев, у нас были бизнесмены, предприниматели, и потом я сходил к ним в гости, потом они сходили к нам в гости, у нас были такие зумы, потом мы смешались в общем чате, определили общие ценности, поняли, у кого какие компетенции. Кстати, в команде Егорова есть потрясающие компетенции, и мы просто поняли, что критики нам не избежать в любом случае, но мы демонстрируем то, что мы в состоянии объединяться, хотя мы очень разные, понимаете, даже если посмотреть на Егорова и на меня, ну, вы же понимаете, что это разные люди. Но у нас там написано «вместе», одним из предвыборных лозунгов. У нас написано самофинансирование.
Я вам клянусь, вместе и самофинансирование мы своим примером уже показываем. Поэтому я думаю, что к любой такой критике персональной, особенно громкой, особенно эмоциональной, нужно относиться, как англичане говорят, with a pinch of salt. Если эти обвинения серьезные, я уверен, что на них будет ответ. Если они не голословные, значит, скорее всего, это должно стать предметом разбирательства. Я не считаю, что мой имидж может пострадать, или моя репутация может пострадать от того, что у меня в команде Андрей Егоров один из самых идейных людей в нашем белорусском движении. Более того, методолог, более того, ученый, более того, государственник. Если бы не его позиция, а на нее были атаки бесконечные, в основном со стороны офиса, то у нас не было бы этих выборов. Они бы, может быть, в 2025 году только произошли. Поэтому Андрею Егорову предлагаю всем сказать только спасибо. Если Координационный совет пройдет это испытание и действительно станет влиятельным инструментом для того, чтобы чинить вот все наше здание, то заслуга Андрея Егорова в этом будет колоссальной. Добра, спадар Вадим, на заканчэнне коротко два пытання. Одно от вашага апанента, лідара нумар 1 спіса Воля, які зараз тут у нас хаваецца под нікам народны рэпартёр. Это Кабанаў, я так разумею, піша вам. Гэта ваши адносіны, я цытую як ёсць. Можа вы з ім на ты, ці там Кабанов сабе дазваляе непотребное, але тым не менш. Вадим, у тебя в списке люди, которые давно живут за счет грантов. Я не вижу в этом ничего плохого, но у вас в программе есть пункт, что надо переходить на самофинансирование. Они тоже готовы на это? Ну, я уверен, что все члены нашего блока подписались под программу. Эта программа, повторяю, моя программа. Вот то, что вы видите на моем YouTube-канале, пожалуйста, посмотрите, даже если не разделяете, даже если не будете за нас голосовать, посмотрите. Просто ради любопытства посмотрите. Итак, в моем блоке все люди, которые подписались по эту программу. И, естественно, я строго предупредил о том, что если вы не разделяете эти принципы, пожалуйста, выходите сейчас из блока. Если вам кажется, что это набор заблуждений, если вам кажется, что это недостаточно стройное, умное и последовательный набор тезисов, выходите. Никто не вышел. И во внутреннем чате у нас, по большому счету, бесконечно идет ежедневно дискуссия, очень увлекательная, потому что, повторяю, разные очень люди сошлись. Поэтому я предполагаю, что если до выборов 25 мая никто не выйдет из состава нашего блока, это означает, что они разделяют эти принципы. Ну и на завершение, спадар Вадим, и все ж таки, калі атрымаецца пабудаваць, можа быть, гэтую трохпалубную сістэму, про якую вы кажаце, нармальную координацыйную раду, якая будзе мець давер, аўтарытэт і магчымасць нешта зрабіць, якой вам бачыцца у гэтай схеме пазіцыя, роля Тихановскай? Ці не робіцца гэта ўсё для того, каб пэўную там частку легітымнасці, магчымасцяў ввогуле перацягнуць ад яе на координацыйную раду, скажем, не скажем, что Прокопьев хоча там нешта там адарваць ад Тихановскай, а координацыйная рада. Вот зачем вам, Змитер, повторять эти благоглупости? Ну, я уже 4 раза сказал, еще до того вообще, когда эти выборы были, что нарратив «ковдру на себе тянуть», хотят все легитимности комиссарского тела и всего остального. Этот нарратив запущен смекалистом Дорацией. Ну, зачем это поддерживать? Что за глупость? Ну, ведь я 500 раз уже объяснил и так, и со всех сторон, для чего делается КС. Подозрения-то застаются, особливо на фоне того, что... Ну, вам-то, нашему Ларри Кингу, вам-то, нашему звезде политической журналистики, мастодонту, так, понимаете, крупнокалиберному. Нет, ну я разумею, что вы так кажете кожному, с кем размовляете в эфире, але... Совсем нет, вам говорю.
Действительно, вы занимаете роль уникальную в нашем медиапространстве. Але я просто до того, что само з'яўленне как бы вот этой выборчего списа «Европейский выбор» на чале с Добровольским, яно как бы узникло подозрение, что таким чынам офис хоча взять под контроль координацыйную раду, ну и зменшить вот гэтую небяспеку, про якую я вам казаў и про якую мы с вами абмяркоўвалі и раней. То есть вот роля Добровольского во всем этом процессе все ж таки не может быть такой, как поставить заслону, стену оборончую поміж координацыйной радой и Тихановской, на якую координацыйная рада нібыта покушается. Ну, а вы как думаете? Не выключаю. Ну, и, может быть, даже и получится, если у них прекрасная программа, если их команда производит правильное впечатление, за них проголосуют, они займут определенное количество мест из этих 80 и будут продвигать, например, интересы офиса Светланы Тихановской через Координационную раду. Мне не очень нравится, мне кажется, это не очень по-спортивному вот это совмещение должностей. Но оставим это в стороне. Почему? Потому что и не я писал это правило. Добро. На завершение. Ваши словы до выборщиков можете сказать, там можете не говорить, можете просто там развитаться, але у вас есть магчымасць звярнуцца до тых, кто глядит, до ваших потенциальных выборщиков. Очень коротко. Приходите, пожалуйста, на электронное голосование 25, 26 и 27 мая, по-моему, там 3 дня будет идти. Сделайте рациональный выбор. Присмотритесь к лицам команды, не просто к лидерству, а к лицам команды. Постарайтесь оценить их не эмоционально и интеллектуально. Пожалуйста, посмотрите эти короткие видео, которые объясняют те тезисы, которые продвигает блок Прокопьева и Егорова. Голосуйте за блок номер 8, если они вам нравятся. Может быть, эти выборы не самые совершенные. Очевидно, что если бы в демократических силах и в демократических СМИ было больше порядка и доверия, то на выборы пришло бы на несколько десятков тысяч человек больше. Но с чего-то нужно начинать. Моя идея очень простая. Если у нового Координационного совета получится запустить большое диаспоральное движение, то следующие выборы КС номер 4 проводить можно будет на второй день после такого запуска, не дожидаясь конца полномочий КС-3. И в этом случае уровень вовлеченности в политический процесс и уровень доверия, если хотите, там, легитимности у нового КС-4 будет еще больше, чем у КС-3. И так маленькими шажками мы придем к тому, что у нас политическая система находится не в застое, что у нас лидерство имеет свойство меняться, что мы не похожи на лукашенковскую, на слабую лукашенковскую копию. И в конце концов мы действительно повлияем на умы и сердца внутри страны. Но самый главный наш зритель внутри страны – это окружение Лукашенко. Они точно его переживут. Они внимательно смотрят, в состоянии мы что-то сделать здесь, на свободе за границей, или мы в состоянии только собачиться с друг другом. Дякую великий. Дякую вялікі вам всім. Ну я падтрымліваю спадара Вадзіма, ўсё ж таки варта праявіць нейкую ініцыятыву грамадскую і палітычную такую зрэласць, цвярозасць і далучыцца да галасавання, каб потым у прынцыпе мець магчымасць прад'явіць прэтэнзіі, калі яны не будуць спраўляцца с выкананнем сваіх абяцанняў, абавязкаў, ну і ўвогуле рабіць не будут тое, что обещали. Дякую великий. Вадим Прокопьев. Дмитрий, дякую великий. Дякую великий. Прекрасная размова. Ну просто шикарная. Одна, наверное, из лучших, которые у нас с вами случались. Дякую. Дякую вам великий. До встречи. Живе Беларусь. Живе вечно.